С нарушением прав в качестве потребителя Луиза Юнусова столкнулась не где-то на рынке, а в одном из солидных магазинов, когда выбирала пиджак брендовой марки. Цена, которая стояла на этикетке, пробилась по кассе совсем по другой цене. И на вопрос, почему так со сценами, то есть цена была уже завышена, мне ответили, что они забыли поменять ценники, и я не стала ничего уточнять, чтобы, знаете, не создавать какие-то лишние проблемы себе. В подобных ситуациях большинство людей, как и Луиза, чаще всего отдают деньги и уходят. Однако именно на таких пассивных покупателях недобросовестные владельцы магазинов либо продавцы получают сверхвыручку. Когда сумма, указанная в ценнике, не совпадает с той, что выдает чек, покупатель вправе требовать продать товар по заявленной стоимости. В подобных случаях закон на стороне потребителя. Это квалифицируется по статье 14.7 Кодекса об административных правонарушениях. Обман потребителя. То есть получается, есть объявленная цена в соответствии требований правил продажи отдельных видов, а на кассе взяли цену завышенную. Получается обсчет потребителя. В этом случае я советую потребителям сделать фотоматериал или видеозапись. Сегодня такие возможности есть. И документ, подтверждающий факт покупки. Вот эти два документа и обратиться в уполномоченную службу, то есть в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора. Согласно закону, на ценнике должна быть указана не только стоимость, но и полная информация о товаре, то есть его наименование, сорт, если есть, цена за единицу или килограмм, а также масса продукта. Бывает и такая ситуация. Например, вы хотите купить яблоки. Ценники разные, как и сорта. Кассир может пробить вам самую высокую цену. В таком случае вы можете обратиться к менеджеру, чтобы он показал вам, что сколько стоит. При покупке товара, особенности продовольственных товаров, то есть от качества продукции зависит здоровье каждого из нас, чтобы они внимательно изучили информацию о товаре и об изготовителе. Что туда входит? Это наличие информации о дате изготовления, срока года, о противопоказаниях, о составе продукции. Если у них возникают обоснованные подозрения насчет качества товара, за ним есть право в соответствии требований закона о защите прав потребителей и правил продажи отдельных видов товаров потребовать документ, подтверждающий качество и безопасность данной продукции. Нарушением прав потребителя также является отсутствие ценника. Только с начала 2015 года прокуратура Чечни выявлено более 100 фактов реализации продуктов питания без указания цены. Нарушители привлечены к административной ответственности. В ходе проверок, которые прокуратура республики организует с привлечением специалистов уполномоченных органов, а это представители местных администраций и одновременно Роспотребнадзора, выявляются нарушения параллельно. Обман потребителей, это нарушение, которое предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях, а также нарушение правил продажи отдельных видов товаров. Потребитель, который вправе рассчитывать на достоверное доведение до него сведений о цене товара, попросту на полках не видит ценника. Вот это нарушение, в общем-то, серьезно карается административным законом. Если факт обмана доказан, то продавец обязан вернуть покупателю разницу в цене. Кроме того, сотруднику и владельцу магазина придется выплатить административный штраф в размере от 3 до 50 тысяч рублей. Елизавета Чепханова, Халид Мавсаев, Султан Умаров, Луиза Юнусова. Новости.